Всем доброго дня! Вы снова на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. А это значит Триатлонный дайджест. Все самое интересное и, может быть, не самое интересное за неделю в мире триатлона. Ну что, давайте начнем с казахстанских новостей, а именно, наверное, начнем с самого, может быть, интригующего и интересного момента. Это подведение итогов и голосование за звание лучшего атлета нашей страны. Ну и плюс помимо этого мы еще и выбираем лучший старт, который проводился под эгидой Казахстанской Федерации Триатлона. Напомню, чтобы проголосовать, обязательно нужно иметь действующую лицензию казахстанского триатлета. Об этом вы подробно можете прочитать, собственно говоря, на самом сайте triathlon.org.kz. Ну что, три кандидатуры: Екатерина Шабалина, Дарын Канызбаев и Аян Бейсенбаев. Это три кандидата, за которых вы можете отдать свой голос. Напомню, что Екатерина Шабалина стала серебряной медалисткой на чемпионате Азии в Чолпанате. Дарын Канызбаев стал чемпионом Азии на этой же дистанции в Чолпанате в Киргизии. Ну а Аян Бейсенбаев стал лучшим на этапе Кубка Африки по триатлону, что проходил далеко-далеко от нашей страны. Ну а что касается этапов, то здесь 4 кандидатуры. Это Капшагай, это Костанай, Бурабай и, конечно же, Алматы. Вот 4 кандидата, 4 региона, за которые вы можете отдать голос. И если вы считаете, что этот старт, по вашему мнению, был лучшим, соответственно, туда и нажимайте. Ну а для того, чтобы отдать голос, не забудьте еще ввести номер вашей лицензии. Так что голосуйте активно. До 20 ноября продлится голосование. Переходим ко вторым новостям, к следующим новостям. Точнее, наверное, поподробнее остановимся на мировой серии, что проходило в этот уикенд в Абу-Даби. Серия получилась очень любопытной и интересной. Помимо традиционных мужской и женских гонок, было представлено еще и паралимпийцами. Они открывали этот соревновательный день, и я, честно говоря, немножко им не позавидовал, потому что их пустили первыми, и они в самое пекло, в самую жару, когда на градуснике термометр был выше 30 градусов. Понимаете, что соревноваться в таких условиях, конечно, не самое приятное дело. Напомню, что после Олимпийских игр в Токио это уже сразу же первый этап, где паралимпийцы принимают участие в 6 группах, в 6 различных направлениях. Колясочники, слабовидящие атлеты и различные другие подгруппы. Отдам должное и скажу, что очень много участников было из Российской Федерации, из Украины и представители Республики Кыргызстан. И нужно отдать им должное, что каждый из них, представляющий свою страну, может быть, и не все сумели зайти на пьедестал почета, но при этом свои рейтинговые очки они за счет хорошего выступления сумели увеличить и приумножить. Соответственно, повышает свой статус к отбору на Олимпиаду 2024 года, который пройдет в Париже. Ну а если непосредственно к самой гонке, мужской и женской, то, наверное, давайте начнем с девушек. Тут Флора Даффи. Да, она приехала, и она снова победила всех. Хотя, как сама Флора сказала, что до этого ни разу не выигрывавшая Абу-Даби, сказала, что было снова тяжело. 4 месяца просто сумасшедшие нагрузки, после Олимпиады ни дня отдыха, потому что много различных мероприятий. Напомню, что Флора Даффи удостоилась званием в честь себя почетный гражданин Бермуд, плюс улицу в честь нее назвали. В общем, все награды, что есть возможные на Бермудах, она полностью собрала. Ну что, свой задел она, конечно же, сделала на беговом этапе. Здесь, наверное, удивляться нечему, потому что мы знаем, помимо сильных ее сторон плавания и бега, вот это она там и проявила себя по полной программе. Сумела она практически на 12 секунд обойти Тейлор Браун, которая финишировала второй, ну и замкнула тройку призеров Софи Ковул из Великобритании. Ну а так, в принципе, девушки очень ровненько проехали велоэтап, достаточно ровно проплыли плавание. Ну и Даффи, которая пыталась дергать своих конкуренток на велоэтапе, в принципе, свой план потихоньку воплощала в жизнь. Ну а когда оставалось совсем немножко до финиша, за 1,5-2 километра сумела уйти в сольный отрыв, что ей в итоге и принесло победу. У мужчин группа собралась, я бы сказал, менее
известные по именам, но это те ребята, которые каждый год, каждый этап друг друга знают очень хорошо, и поэтому, наверное, и сильные, и слабые стороны прекрасно друг друга изучали. Фаворитом этой гонки, по мнению многих, считался француз Винсент Луи, но, как ни удивительно, он оказался лишь вторым, а первым и чемпионом этой гонки стал бельгиец Джоли Гинс. Нужно отдать должное, бельгиец, который, ну, наверное, мог смело получить в этом сезоне звание самого неудачного атлета, потому что в Токио получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, автоматически был лишен возможности выступать в Токио, а плюс еще ко всему на мировой серии буквально 2 месяца назад повредил запястье, чуть ли не переломом кисти рук, но сумел восстановиться, сумел подойти к этой гонке и каким-то немыслимыми усилиями сумел еще и победить. И при этом бельгиец очень сильно жаловался на длительные перелеты и жаловался на то, что его багаж постоянно терялся. Но все сложилось. Пазл собрался, и он стал победителем. Напомню, что гонка в мировой серии в Абу-Даби проходит на территории гоночной трассы Формула-1, и смотрелось это все очень-очень круто. 100 поворотов, техничная дистанция вело, которая фактически просто лишила всех гонщиков на какие-то индивидуальные сольные побеги. Они в итоге просто растворились. Ну и все решалось на беге. Когда первую попытку предпринял британец, его Винсент Луи достал, и казалось бы, что все, сейчас француз должен дожимать. Тут, откуда ни возьмись, появился бельгиец, который за километр до финиша сделал еще одно ускорение, и Винсент Луи, который вместе с бельгийцем тренируется, ответить уже достойно сумел. Поэтому поздравляем молодого бельгийца с этой победой, первой победой мировой серии. Винсент Луи стал вторым, уступив ему 5 секунд, ну а третье место досталось Бенцу Бишаку из, дай бог памяти, конечно же, Венгрии, который к нам тоже, кстати, как-то раз заглядывал. Он проиграл 3 секунды серебру. Вот такие итоги Абу-Даби мировой серии мирового триатлона. Полный Ironman прошел во Флориде. Бушующий ураган, шторм, который мог отменить весь этап плавательный или сократить его вовсе. В итоге все было хорошо и даже получилось эпично. Нужно сказать, что дистанция еще и закончилась с рекордом по времени. Ну что, давайте поздравлять и, собственно говоря, переходить к триумфатору этой гонки. Густав Иден показал результат 7 часов 42 минуты и 57 секунд. Шестое место после плавания. Неплохой велоэтап и одно из лучших времен у Идена на велоэтапе 4 часа и 4 минуты. Плюс еще сумел показать и лучшее время на марафоне 2:34, что суммарно ему и позволило улучшить это время практически на 6 минут. Нужно отдать должное, Иден преодолел, и, собственно говоря, вся группа, которая выходила на старт, преодолела на 10 минут хуже по времени предыдущих лучших результатов. Но за счет велоэтапа, за счет бега они сумели показать выдающееся время и превзойти мировые отметки. Напомню, что предыдущий рекорд на этой трассе во Флориде равнялся 7 часов 46 минут. Ну и практически 4 минуты долой. Отметим, что дуэль длилась практически до 30-35 километра. И только вот в тот момент Густав Иден сумел сделать решающий отрыв, решающий рывок, который позволил ему убежать от своих конкурентов. Что касается у девушек, то здесь победу одержала Джексон. Она также невнятно проплыла с 7-м результатом, со 2-м временем на велоэтапе проехала, но показала отличное время на марафонской дистанции, что в итоге и принесло ей победу. Поздравляем Джексон, поздравляем всех тех, кто вышел на эту дистанцию. Несмотря на шторм, несмотря на высокие волны, организаторы рискнули и, как оказалось, были правы. Они увидели рекорд дистанции, они увидели хорошие результаты. Продолжая говорить об Ironman, наверное, к новостям не самым приятным, или, может быть, к новостям немножко, которые должны тронуть ваше сердце. Или растрогать, не знаю, кому как угодно. В общем, чемпион мира Коны 2014 года, чемпион на половинках 12 и 13 годов, чемпион Европы на длинных дистанциях Себастьян Кинли сказал о том, что завершает свою карьеру. Еще 2 года он дает себе, а затем все, приостанавливает.
Самый, наверное, веселый, самый эпатажный гонщик среди триатлетов, который очень здорово и всегда весело проводит свои пресс-конференции, сказал, что 2 года он дает себе для того, чтобы еще какое-то время посоревноваться, прожить эту жизнь триатлона, быть в эпицентре событий, а затем все, переключаемся на семейную жизнь. Вот такие слова были в инстаграме Себастьяна Киндля. Как ни печально, но вот после ковида очень много спортсменов, которые, видимо, переосмыслили свою жизнь и понимают, что триатлон — это не вся их жизнь. Есть еще, наверное, какие-то моменты. К сожалению, очень много именитых гонщиков, триатлетов, которые после вот этих пауз, связанных с ковидом, приходят к мнению и приходят к мысли, что нужно потихонечку заканчивать карьеру. Ну а может быть, они понимают, что впереди наступает молодежь, с которой уже соревноваться немножко трудновато. Ну что, 2 года Себастьян Киндли, будем за ним наблюдать, будем за ним смотреть, а потом, конечно же, попрощаемся с ним. Но я думаю, что просто так мир триатлона его не отпустит. К новостям, может быть, не триатлона, но легкой атлетики. Давайте к этому виду спорта тоже обратим свое внимание. В Париже прошел необычный забег длиной 5 километров ровно за 1000 дней до старта Парижской Олимпиады, которая, напомню, пройдет в 2024 году, прошу прощения. И примечательно этот старт был тем, что можно было посоревноваться с олимпийским и самым быстрым спортсменом Кипчоги. В чем именитость этого забега? Кто обогнал бы этого чемпиона мира и быстрого человека, тот получал слот в один день провести марафонский забег в Париже в день Олимпиады. Потрясающе, согласитесь, задумка организаторов, которые сказали, что на этом сюрпризы по проведению таких мероприятий не заканчиваются. Так вот, стартовал в последней пачке Кипчоги, и нужно сказать, что свой отрезок 5 минут он преодолел достаточно быстро. 3500 человек он сумел обогнать, но вот 1000 с копейками атлетов обойти ему не удалось. И вот как раз эти 1000 человек и получили слот на выступление в марафонской дистанции в один день, в одно время, которое пройдет и будет заканчивать олимпийский цикл, олимпийские соревнования, которые состоятся в Париже в 2024 году. Так что любопытно понаблюдать, как организаторы еще дальше будут удивлять спортсменов и всех любителей. Ну а сам Кипчоги сказал, что как никогда рад этому поражению, потому что 1000 других человек победили меня и получили возможность принять участие в Олимпиаде. Пусть и вот в таком формате, но ждем еще каких-то бонусов от организаторов. Напомню, что меньше 1000 дней до старта Олимпийских игр в Париже. Ну что, вот такая получилась неделя, может быть, не самая насыщенная, но, тем не менее, новости потихоньку приходят и собираются воедино в нашем дайджесте. Еще раз напоминаю, не забудьте проголосовать за лучшего атлета, за лучший старт на сайте Казахстанской Федерации триатлона. Ну, а на этом все. Болейте на здоровье!